Привет. Сразу же после выступления предводителя империи в российских телеграм-каналах поднялся вой. Правда, пока только в интернете. Россияне, задайте себе несколько вопросов. Только в этот раз ответьте на них. Неужели вы до сих пор не можете признать, что вам врут на каждом шагу? Несколько дней назад ваш пресс-секретарь лично сказал, что мобилизации не будет. И сегодня в России объявлена мобилизация. Ах да, простите, частичная мобилизация. Это же не война, это спецоперация, поэтому у вас там частичная мобилизация. Где логика? Потери российской армии озвучены. 5937 убитыми. Из 250 тысяч, которые изначально стояли на границах. А призывают 300 тысяч. Где логика? По вашему телевидению вам каждый день говорят, что все идет по плану, все хорошо, вы побеждаете. Каждый день город за городом освобождаете от укронацистов. Так зачем же вам тогда мобилизация? Где логика? Вы сейчас пойдете воевать. За что? Зачем? Из России зазомбированная публика в ответ на этот вопрос кричит «За Родину!». Серьезно? А на вашу Родину кто-то напал? ЗСУ стоит под воротами Кремля, да? Что вы защищать собрались? Не нужно и, по сути, ни одному россиянину Донецкую и Луганскую области? Ну, предположим. А зачем? Что вы от этого получите? Защитите жителей так называемой ЛДНР, которых 8 лет били, ну вот не добили, пока вы не пришли. Ну, пойдите в Европу, позащищайте русских там. Там тоже недавно кому-то по морде дали за букву Z на машине. Матери из России, жены, дети, да неужели вам не жалко отправлять на убой своих самых дорогих, самых родных, ваших любимых? Как же вам не страшно? Вы готовы попрощаться с ними навсегда, только потому, что вы боитесь выйти на площадь. Так что же страшнее в итоге? Сейчас могут дать повестку, а через месяц прислать похоронку. Уже сейчас в поисковиках первые строчки занимают «как сломать руку», «как откосить». Да не в ту сторону думаете. Сегодня в 7 часов вечера объявлена всероссийская акция протеста против мобилизации. Ну выходите. Вставай, страна огромная, в кои-то веки соберитесь все вместе и покажите, где они, эти 140 миллионов. Знаете, что сказал мой друг из ЗСУ? Ну и что поменялось? Работаем дальше. Вот вам ответ. Вы хотели напрячь Хохлова, напряглись сами. ЗСУ перемололи первую партию и будут молоть дальше, только злее и профессиональнее. Поймите, у Украины нет пути назад, только вперед, а у вас есть. Встаньте, наконец, с дивана, даже для того, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности что-то изменить в жизни, сделать что-то важное, судьбоносное. Есть такая фраза: если тебе что-то не нравится в жизни, либо меняй, либо не ной. Вставайте.